А теперь, что произойдет, если мы делаем по-другому? Знаете, классный механизм. Что произойдет? Дай мне, пожалуйста, сюда. Разницу, вот эту разницу, доход эту разницу, на данном примере это $300. На данном примере. Это сколько? $300. А вы знаете, что произойдет, если эту разницу мы положим в капитал? Странный механизм работает. Кто из вас хочет делать некие лабораторные испытания? Я реально говорю. Точные, конкретные лабораторные испытания. Хотите? Давайте договоримся так. Со следующего месяца вы сумму, которую вы зарабатываете, вот эту разницу по сравнению с предыдущим месяцем, вы возьмете, положите в капитал. По модели счета вы знаете, где капитал находится, и задача капитала в чем заключается? Задача капитала – приумножать, расти и так далее. Давайте попроводим лабораторные исследования. Договорились? Кто со мной могут подписать сердечный контракт? С совестью подписано. Кто хочет пройти этот урок? Это классный урок. Знаете, что мы делаем? Вот с этого месяца, вот вы, например, если в дальний момент, вы зарабатываете, например, $500 или $1000, неважно, вот следующий месяц, как хоть один сом, который больше заработает, положите в капитал. Пойдет? Через год мы проверим, что произошло. Я могу вам сказать так. Если Аллах даст, вы это начнете делать, через год ваш доход будет минимум 3-5 раз другой уровень. Минимум. Возможно, даже 10. Вы не думаете, что кризис. Кризис – это шанс. Она проблема для тех, кто не понимает. А кризис – это шанс для тех, кто готовится к нему. Это действительно так. Но одно из важнейших моментов, который я сейчас сказал, вы должны это понимать. После любого кризиса, обычно в кризисный период 20%, 30%, максимум 40%, некоторые цена падает. А потом через года, в районе 2 года, 2,5 года, скачок на 200% растет. Всегда было так и будет. Посмотрите в 90-х годах, посмотрите в 98-х годах, посмотрите в 2007 годах и сегодня посмотрите. Она никогда обратно предыдущий уровень не достигает. Еще выше идет. Поэтому надо просто хорошо быть готовы к этому. Значит, эту разницу будем откладывать. Дальше пойдемте. То есть, получается, что почему эти симптомы мы называем их мышление нехватка? Потому что они совокупности приводят к нехватке. Поэтому не хватает. Дальше. 6. Человек намерение принимает как реальность и увеличивает свои расходы. Хотел бы сказать, что это симптом, одна из важнейших симптомов, которые вы будете сталкиваться. Как это так? Как это происходит? Кто из вас имеет свой собственный бизнес? Вот кто в бизнесе, вы не точно понимаете. Потому что вы хотите, не хотите, с этим сталкиваетесь. Как это произойдет? Я расскажу. Например, человек, который в бизнесе, вот это его бизнес, скажем, у него бюджет расхода, скажем, его доход, скажем, ну давайте, $5000, например. Его доход $5000. С намерением, что оттуда договариваюсь, отсюда договариваюсь, что-то делаю и так далее, оттуда придет 5000, оттуда 2000, оттуда 3000. Эти вещи еще нету. В голове он их раскручивает, а здесь расходы увеличивает на 20 000 и на 100 000. И так далее, и так далее. С надеждой, что отсюда придет деньги, оттуда придет деньги, я это сделаю. А потом в реальности из этих планов, которые у него в голове, скажем, отсюда 3000 придет, отсюда 2000 придет, отсюда 1000 придет, из них 50%, вообще 80% из них не случается. А расходы-то точно, обязанности он брал, обязательства-то уже есть. С этим столкнулись? Кто столкнулся? Я вам скажу, вот эту вещь мне один миллиардер сказал. Он сказал, проблема людей в том, что они то, что у них в голове надумано, воспринимают как реальность и берут большие обязательства, которые потом не могут исполнять. Получается, что намерения они как реально воспринимают. Расходы увеличивают. Хотите? Давайте договоримся так.
Со следующего месяца вы сумму, которую вы зарабатываете, вот эту разницу по сравнению с предыдущим месяцем, вы возьмете, положите в капитал. По модели счета вы знаете, где капитал находится, и задача капитала в чем заключается? Задача капитала – приумножать, расти и так далее. Давайте попроводим лабораторные исследования. Договорились? Кто со мной могут подписать сердечный контракт? С совестью подписано. Кто хочет пройти этот урок? Это колоссальный урок. Знаете, что мы делаем? Вот с этого месяца, вот вы, например, если в данный момент вы зарабатываете, например, $500 или $1000, неважно, вот следующий месяц, как хоть один сом, который больше заработает, положите в капитал. Пойдет? Через год мы проверим, что произошло. Я могу вам сказать так. Если Аллах даст, вы это начнете делать, через год ваш доход будет минимум 3-5 раз другой уровень. Минимум. Возможно, даже 10. Вы не думаете, что кризис. Кризис – это шанс. Она проблема для тех, кто не понимает. А кризис – это шанс для тех, кто готовится к нему. Это действительно так. Но одно из важнейших моментов, который я сейчас сказал, вы должны это понимать. После любого кризиса, обычно в кризисный период 20%, 30%, максимум 40%, некоторая цена падает. А потом через года, в районе 2 года, 2,5 года, скачок на 200% растет. Всегда было так и будет. Посмотрите в 90-х годах, посмотрите в 98-х годах, посмотрите в 2007 годах и сегодня посмотрите. Она никогда обратно предыдущий уровень не достигает, еще выше идет. Поэтому надо просто хорошо быть готовы к этому. Значит, эту разницу будем откладывать. Дальше пойдемте. То есть, получается, что почему эти симптомы мы называем их мышление нехватка? Потому что они в совокупности приводят к нехватке, поэтому не хватает. Дальше. 6. Человек намерение принимает как реальность и увеличивает свои расходы. Хотел бы сказать, что это симптом, одна из важнейших симптомов, которые вы будете сталкиваться. Как это так? Как это происходит? Кто из вас имеет свой собственный бизнес? Вот кто в бизнесе, вы не точно понимаете. Потому что вы хотите, не хотите, с этим сталкиваетесь. Как это произойдет? Я расскажу. Например, человек, который в бизнесе, вот это его бизнес, скажем, у него бюджет расхода, скажем, его доход, скажем, ну давайте, $5000, например. Его доход $5000. С намерением, что оттуда договариваюсь, отсюда договариваюсь, что-то делаю и так далее, оттуда придет 5000, оттуда 2000, оттуда 3000. Эти вещи еще нету. В голове он их раскручивает, а здесь расходы увеличивает на 20 тысяч и на 100 тысяч. И так далее, и так далее. С надеждой, что отсюда придет деньги, оттуда придет деньги, я это сделаю. А потом в реальности из этих планов, которые у него в голове, скажем, отсюда 3000 придет, отсюда 2000 придет, отсюда 1000 придет, из них 50%, вообще 80% из них не случается. А расходы это точно, обязанность он брал, обязательства это уже есть. С этим столкнулись? Кто столкнулся? Я могу... Вспомните вот эту картину, которую я показывал, вот эту картину. Вы вспомните? Я рассказывал, что от 3 до 7 лет люди поднимаются хорошо, потом загоняют себя в полную долговую яму, потери и так далее. Вот это симптом приведет к этому. Именно это симптом многих бизнесменов банкротил. Основной симптом, который приведет к банкротству, именно она. Именно вот это. Этим что я хочу сказать? Вы должны всегда... Внимание, дай мне лечение этого симптома. Пожалуйста, смотрите, послушайте, пожалуйста, минуточку. Вы должны вот эту модель мышления менять. Понимать мне сейчас, что я хочу сказать. Смотрите, принимаем решение о расходах, исходя из той суммы, которая есть реально в руках. Это означает, вот смотрите, у вас 5000 есть дохода, но вы планируете 20 000 расходов этот месяц. Например, планируете 20 000 расходов. В бизнесе часто так бывает. Смотрите, но у вас 5000 есть.
Вы должны расходы планировать, исходя из того, что есть. А если эти вещи переходы будут, это всегда приятно. Это всегда помогает. Это всегда приятно.